Университет будущего. Юристы, экономисты, филологи всех направлений подготовки студентов и не счесть. На базе ИНГУ функционирует 46 кафедр. Поступают сюда не только жители региона, но и иностранные абитуриенты. Мухаммад Абу Малик приехал из Палестины. С выбором вуза долго не раздумывал. Из доступных сотен вариантов по всей стране остановился именно на Ингушском государственном. В подготовительном году там 10 месяцев. И после этого поступил тут несколько времени назад. 2 месяца. И все получилось хорошо. Живу в общагу тут, недалеко с университета. Мне тут помогали друзья. Я познакомился с много друзей. Очень хорошие отношения, очень хорошая дружба. Тем более, что самые главные мусульмане, понимаем друг друга. Самые хорошие по нации, ингушский народ. Условия для студентов созданы самые лучшие, поэтому уезжать из региона и страны в другие вузы многие и не думают, тем более, когда расходы огромные, а ситуация в мире неспокойная. За 25 лет работы университет может дать форум многим ведущим высшим учебным заведениям, современная аудитория, учебные римские кабинеты с мультимедийным оборудованием. А для студентов юрфака функционирует зал для судебных заседаний и лаборатории для будущих криминалистов. Практике здесь уделяется особое внимание. На сегодняшний день факультет обладает очень серьезным потенциалом. Это высококвалифицированные специалисты, преподавательский состав имеется в виду, который обеспечивает очень высокое качество преподавания и качественное усвоение учебного материала. Помимо этого мы стараемся привлекать правоприменителей. Это и у нас ведут занятия, приходят, общаются с студентами, передают свой опыт работники судов, общей юрисдикции, судьи Верховного суда. При таких условиях грех не учиться, говорят наставники. Более 7 тысяч студентов, 310 преподавателей, в числе которых более 40 докторов и профессоров наук. В университете открыт инжиниринговый центр, который получает заявки на поставку сорбента из разных регионов страны. Налажен международный студенческий обмен и совместная с зарубежными коллегами научная деятельность. А в скором времени вуз обещает выдавать дипломы международного образца. В этом году, если бы не пандемия, здесь ожидали много абитуриентов из других государств. Как только проблема будет в плане здоровья будет решена, конечно, студенты у нас будут учиться. Мы будем, и условия созданы. На базе ИНГУ в новой научной библиотеке ежегодно проходят всероссийские и международные научно-практические конференции. Студенты и преподаватели вуза становятся победителями различных конкурсов и олимпиад. До пандемии были в Москве, тоже там у нас проходил конкурс, где мы выиграли призовые места. Ведем упор на то, чтобы сблизить наших студентов с работодателями, поскольку после вуза они как бы уже находят себе место. Да, находясь даже на последних курсах, есть моменты, когда наших студентов уже замечают на таких мероприятиях и приглашают себе на работу. Хоть пока в вузе и нет факультета журналистики, студенты пробуют себя и в медиасфере. ИНГУ ТВ рассказывает о событиях в университете и республике. Доброго времени суток, это ИНГУ Ньюс и я Хамзат Сагов. Самая большая гордость вуза – учебно-лабораторный корпус естественно-научных специальностей, который открылся совсем недавно. Кафедра анатомии человека, физиологии, химико-биологического факультета, микробиологии и не только. Учиться отныне не только интересно, но и комфортно. Особое внимание заслуживает оперблок и анатомический 3D-стол. Здесь загружено 4000 настоящих снимков, сделанных с натуральных препаратов. И здесь можно использовать все виды изучения, то есть и топографию, и клеточный уровень, и отдельные системы можно взять. Ну, вот так вот, если мы посмотрим, вот посмотрите, мы послойно можем снять и послойно показать. Захотели выделить сосуды, показываем ток крови. У нас было раньше то, что называется конкурентное преимущество перед ведущими вузами страны. Мы могли учить студентов, что называется, у постели больного, что сегодня крайне редко можно наблюдать в ведущих клиниках. Вот сохраняется у нас сегодня это преимущество. Анатомический музей, операционная от теории, плавный переход к практике. Студентам-медикам станет проще оттачивать свои навыки и развивать клиническое мышление, отрабатывая знания на роботах-симуляторах. Можно воспроизводить любые, то есть, допустим, рвоту, к примеру, реально, даже с содержимым. То есть, какие-либо крики.
То есть, соответственно, вот это все, оно действительно, как бы вам сказать, дает такую возможность реальности вот, оказываемой помощи, проводимой, все вот соответствует. Вот смотрите, вот сейчас он вовсю трясется, у пациента судороги. Самое интересное, выпускникам обязательно придется проходить через аккредитационно-симуляционный центр. Помимо всего прочего, уже работающие медики смогут повышать здесь квалификацию. Был главный врач там, детской больницы. Сразу говорит: о, Симмама. Ее привозил к нам институт Кулакова. Он у нас есть. А институт Кулакова, вы знаете, если не знаете, это ведущий институт по акушерству и гинекологии в стране. Стернальная пункция. У нас там есть возможность обучать стернальной пункции. Да всю республику ею владеют 2 человека, говорит. У нас есть возможность, сколько надо, столько и обучить, так сказать, этой стернальной пункции. Также вместе с новым корпусом открылся и досуговый центр, словно отдельный дом культуры, только намного масштабнее. Концертный зал на 500 мест, оборудованный световым и звуковым оборудованием. Зал хореографии, несколько гримерных. С такими условиями студенты уходить отсюда не хотят. У меня последний курс, и как-то все-таки грустно уходить, так как я многое получила от университета. Работа ведется и по профилактике с терроризмом и экстремизмом. Также с прошлого года открыли новые программы обучения. ВУЗ старается выпускать востребованные региону профессии. Направление педобразования – это история и обществознание, одно направление, одна программа. И вторая программа – это география и БЖД. Открыты также новые направления подготовки. Это нефтегазовое дело, это электричество и электротехника, значит, природопользование и социальная работа. С 1994 года работает в регионе и еще одно высшее учебное заведение – Исламский институт. Тут получает знания около 200 студентов. Готовится к выпуску и Магомед Хамхоев. Дін бақуыныш, сол тәхі қозғылықты, тұғыны даймо да ейтті тұғын. Қарса олыш, мәті оз қарса оғай ән, шей дезіл қочық олышсыны, штап олыжы, қолыса бұрты болыш, қозда вағаши бол. Необходимости выезжать за пределы для религиозного обучения нет. Студентов обучают грамотные и квалифицированные знатоки ислама. За пределами России, да, Хабатя, да, Хаш, Дуатиш, нормально квачим, балла дейш, метик, ози, и молбики исламский университет Мивика, ой, республики. Так, Татарстане, исламский университет Казани, и Булгарии, царь, академия, Хаилай, Булгарская академия. Цуч, исламская академия, магистратура, докторский степень. И от озер, Диша бян студенты, выпускники бы, озер бян в 18 году озер, в 19 году суак охшер висок поступить дядь. Хаммашты делачи царьян елжил экзамен цигер хейхер кой цест болачи что лыка елачи уровня даян экзамен царь. Выпускники учебного заведения не раз удивляли преподавателей Болгарской исламской академии Татарстана своим эзделом и воспитанностью. И неудивительно, ведь этому уделяется тут отдельное внимание. Найти себя и свое призвание, развиваться духовно и нравственно можно, не выезжая за пределы. Самое главное — только желание учиться. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.